Добрый вечер. В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. Все-таки очень хорошо, что существуют такие площадки, как Петербургский международный экономический форум. У меня, например, сложилось впечатление, что на таких мероприятиях время спрессовано в десятки, а то и в сотни раз. И что удивительно, для активных участников форума, в том числе и журналистов, практически нет ограничений. Прежде всего в желании узнать что-то новое, прояснить позицию, наладить контакты. При этом в одном с тобой периметре, как говорится, в шаговой доступности и крупные политики, финансисты, министры, руководители российских регионов, владельцы и управляющие транснациональных корпораций. Большинство из которых действительно открыты для диалога и обмена мнениями. В этом-то и смысл таких коммуникативных площадок, помимо, конечно, чисто прикладных целей. В этом плане форум в Санкт-Петербурге свою задачу также выполняет, о чем говорят и цифры. Вот они. В этом году в работе форума приняли участие свыше 19 тысяч человек из 145 стран мира. В прошлом году участников было 17 тысяч из 143 стран. В этом году на полях форума было подписано 650 соглашений на общую сумму более 3 триллионов рублей. В ходе Петербургского форума в 2018 году были подписаны 593 соглашения на сумму 2 триллиона 625 миллиардов рублей. Но, повторюсь, главный результат не только и даже не столько в этих объемных показателях. Петербургский форум стал во многом знаковым. В Санкт-Петербурге и в этот раз прозвучало много смелых суждений и громких заявлений. Мы проанализируем часть из них сегодня в нашей программе, а кроме того поговорим на другие актуальные темы. Смотрите в этом выпуске. Даже если темпы развития ты снизил, ты уже отстал. Есть политика и есть бизнес. И очень важно, что сейчас происходит общее понимание о необходимости разделения этих вещей. Петербургский экономический форум 2019. Большие сделки, выгодные контакты и хлесткие заявления. То, что вот эти мировые лидеры видят компанию ТАИФ своим стратегическим партнером, то это говорит, что они приходят к нам надолго и очень серьезно. Я считаю, что это очень позитивно, в целом не только для республики, для нашей страны. Заключив вот эти соглашения, мы открываем новые пути сотрудничества, мы понимаем, как мы будем двигаться. Делегация группы компаний ТАИФ провела результативные переговоры на полях форума. Какие большие проекты нас ожидают и как это отразится на экономике всего Татарстана. Обо всем подробно в реальной экономике. Социальные инженеры используют приемы психологии, элементарно введение в заблуждение, обман. Лучший способ предотвратить ошибки нарушения информационной безопасности со стороны сотрудников – это объяснить им правила обращения со служебной информацией уже на первоначальном этапе. Социальные инженеры как угроза для бизнеса, как снизить влияние пресловутого человеческого фактора и максимально обезопасить свое предприятие. Специалисты энергетической компании ТГК-16 расскажут. Мировая экономика вступает в период неопределенности. И это уже даже не прогноз, а констатация. Президент России Владимир Путин на Петербургском форуме идет дальше. Он делает более резкое заявление о том, что вся существующая модель международных экономических отношений находится в кризисе. Почему, рассуждает Путин, вот его оценка ситуации. Цитата. По сути, глобальная торговля перестала быть безусловным двигателем мировой экономики, а новый двигатель, роль которого должны были сыграть суперсовременные технологии, пока еще проходит отладку и не заработал на полную мощность. К сожалению, модель глобализации, предложенная западными странами, больше не соответствует реальной ситуации в мировой экономике, когда в мире разворачиваются торговые войны, применяются санкции и другие ограничения с целью добиться повышения конкурентоспособности отдельными странами. Этот форум отметился сразу несколькими хлесткими заявлениями политиков. Однако острый фон дискуссий и споров никак не повлиял на созидательный настрой отдельных компаний и бизнесменов. Они работали в своем режиме. Еще раз повторимся, в этом-то и особенность таких площадок. Делегация группы компаний ТАИФ провела очень насыщенные и результативные переговоры на форуме. Подробности прямо сейчас.
Петербургский международный экономический форум всегда событие грандиозное, уникальное и не только благодаря масштабу. В прошлом году в мероприятиях форума приняли участие более 17 тысяч бизнесменов. В этом году точно не меньше. Особенностью, фишкой этого форума является участие большой китайской делегации, всего более 1000 бизнесменов. Возглавляет делегацию из Поднебесной председатель КНР Си Цзиньпин. Оттого еще более символично звучит и главный девиз форума «Формирую повестку устойчивого развития». А с кем ее формировать, как не с крупнейшей экономикой мира? Об этом в первый день форума еще раз напомнил глава Роснефти Игорь Сечин. Его выступление на энергетической панели задало тон острых дискуссий. Как отметил главный нефтяник России, ВВП Китая уже сейчас по паритету покупательной способности превосходит ВВП США. По прогнозам, к 2050 году экономика КНР обойдет американскую вдвое. Этот прорыв китайским партнерам помогут сделать российские энергоресурсы. Оттого к проектам в области энергетики, нефтепереработки и нефтехимии особое внимание и интерес, в том числе со стороны зарубежных партнеров. В центре Республики Татарстан на Петербургском форуме место притяжения для гостей, участников компаний не только из России, но и всего мира. За несколько дней несколько десятков встреч, важных переговоров и множество подписанных соглашений. На полях форума были подписаны ряд ключевых документов между республиканскими компаниями и иностранными партнерами. В частности, Таиф подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Schneider Electric. Работать совместно договорились и с давним партнером Таифа компанией Yokogawa Electric. Подписи под соглашением поставили заместитель генерального директора АО «Таиф» Руслан Шагабуддинов и генеральный директор ООО Yokogawa Electric СНГ Владимир Савельев. У нас долгосрочные отношения с группой компаний «Таиф». У нас есть богатый опыт оказания сервисных услуг предприятиям Казани и Нижнекамска. Мы являемся поставщиками систем автоматизации, но помимо этого мы являемся поставщиками решений, направленных на повышение эффективности работы предприятий. В том числе это касается и новых проектов и установок в нефтеперерабатывающем и нефтехимическом секторах. Мы крайне заинтересованы в дальнейшем развитии и укреплении сотрудничества с Республикой Татарстан и ее предприятиями. Группа компаний «Таиф» имеет очень большую стратегию, серьезную стратегию инвестиций, новых проектов, и где закладываются самые современные технологии, мировые, то, что есть в мире. И, как я сказал, вот Yokogawa, Schneider Electric – это мировые лидеры. Поэтому то, что вот эти мировые лидеры видят компанию «Таиф» своим стратегическим партнером, создают центры технической поддержки, создают центры разработок, создают думают о локализации своего производства. Это говорит, что они приходят к нам надолго и очень серьезно. Я считаю, что это очень позитивно в целом не только для республики, и для нашей страны. Deutsche Bank помогает Таифу в реализации стратегических проектов в энергетике и нефтехимии. За годы сотрудничества сложились доверительные отношения. Переговоры на полях форума – отличная возможность сверить часы и скорректировать планы. Одна из причин нашего результативного сотрудничества с Таиф – ваша хорошая командная работа. Очень хорошая командная работа. Siemens – еще один стратегический для Татарстана и группы Таиф партнер. Я очень горд и рад партнерству с Таиф и господином Шагабуддиновым. Таиф и Татарстан – это надежные партнеры, компании, которые всегда держат свое слово. Мы ведем бизнес на основе взаимного доверия и диалога глаза в глаза. Это еще раз подчеркивает, насколько успешно и полезно для обеих сторон такое партнерство. Сегодня Siemens сотрудничает с Таифом по целому ряду направлений. Особенно плотно работа идет над проектами в энергетике и в нефтехимии. Немецкий концерн занимается строительством новой парогазотурбинной установки для Нижнекамск-нефтехима мощностью 495 мегаватт и проектом будущего этиленового комплекса, на котором также будет установлена часть оборудования от Siemens. Строительство новой электростанции для Нижнекамск-нефтехима необходимо для обеспечения производства электроэнергии и снижения расходов на ее приобретение
приобретения за счет собственного генерирующего источника. Ввести в эксплуатацию станцию планируется в 2021 году. В целом же строительство собственных генерирующих мощностей позволит Нижнекамск-Нефтехиму снизить затраты на электрическую энергию до величины ее себестоимости, так как из года в год растут затраты на ее покупку. Мощность новой электростанции 495 мегаватт была рассчитана исходя из текущего потребления энергоресурсов компании и параметров перспективных производств. Важен этот проект и с точки зрения экологии. На ПГУ ТЭС в качестве топлива будет использоваться отдувка производства Нижнекамск-Нефтехима, продукты переработки нефтяного газа с действующего и будущего производств этилена. Это позволит снизить антропогенную нагрузку на атмосферу воздуха. Так экономика мира волатильно развивается. Даже если темпы развития ты снизил, ты уже отстал, да. И вот такое время, значит, непростое, да. Приходится все договоренности дополнять, обновлять. Технологии особенно многие меняются. Мы подписали только последние листы, а соглашения они вот такие. Там все расписано, как будет происходить обучение их технологиям, как будут их специалисты знакомиться, обучаться нашим технологиям, которые мы применяем, и как будет изготавливаться целенаправленно оборудование для наших предприятий, которые они производят, и как это дальше будет эксплуатироваться, как дальше будет развиваться, как новые проекты будут это вкладываться. И потом, конечно, огромный объем спецификаций, оборудование материалов и запчастей, которые мы у них будем получать в больших объемах, имея определенные, так сказать, хорошие, нормальные цены для группы ТАИФ. Мировые компании, лидеры отрасли. В кооперации с предприятиями группы ТАИФ они решают действительно большие задачи, реализуют самые амбициозные проекты. И это самым благоприятным образом отражается на экономике Татарстана в целом. При этом и сами предприятия преображаются кардинально, выходят на новый технологический уровень, становятся конкурентоспособными в мировом масштабе. Яркий пример – самая крупная электростанция Казани – Казанская ТЭЦ-3, входящая в энергокомплекс группы ТАИФ. В основе ее эффективности и мощи передовые технологии от ведущих компаний-производителей энергооборудования. Новейшая газовая турбина General Electric на текущий момент самая мощная в России и одна из самых эффективных для такого типа турбин в мире. На переговорах на форуме в Санкт-Петербурге еще раз обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе и перспективы более глубокой модернизации Казанской ТЭЦ-3 и увеличения ее мощности. Были затронуты и другие аспекты совместной работы. Заключив вот эти соглашения, мы открываем новые пути сотрудничества, мы понимаем, как мы будем двигаться, появляются совершенно прозрачные правила игры для всех компаний. Есть политика и есть бизнес. И очень важно, что сейчас происходит общее понимание о необходимости разделения этих вещей. И это понимание не только со стороны российской стороны, нашей республики, наших предприятий, но и со стороны наших иностранных партнеров. Каждый понедельник на телеканале «Новый век». Финансовые технологии, которые приносят успех. Как этого добиться, расскажем в нашей программе. Ведущие отрасли экономики Татарстана. Это именно тот опыт, который стоит изучить подробнее. И люди, которые знают свое дело. Они вместе с нами работают на наш общий успех. Как работает реальная экономика. По понедельникам в 22:10. Технологии, приближающие будущее, стали одной из главных тем делового форума в Санкт-Петербурге. Говорили, конечно, и о проникновении искусственного интеллекта во все сферы нашей жизнедеятельности, и о киберугрозах, и о цифровизации отдельных отраслей экономики. А также о международном взаимодействии в науке. Тему информационной безопасности, социальной инженерии также стороной не обошли. Давайте и мы остановимся на ней более обстоятельно. Что это за понятие такое социальная инженерия?
Хотя сам термин появился сравнительно недавно, явление это сопровождает человечество, вероятно, на протяжении всей его истории. Человеческие слабости существовали всегда, и вряд ли что-то изменится в этом вопросе в обозримом будущем. А значит, и социальная инженерия будет оставаться неизменной угрозой для безопасности любой системы, частью которой в той или иной степени является человек. Существует множество определений социальной инженерии. Но если совсем просто, это использование человеческих слабостей или несовершенства для достижения целей субъекта. Человек заслуженно считается самым слабым звеном в любой цепи. Можно сколько угодно тщательно закрывать периметры техническими средствами, применять идеальные протоколы и политики безопасности, мощные криптографические инструменты, сертифицированное программное обеспечение и оборудование. Однако пресловутый человеческий фактор никто не отменял. В этой модели роль хакера выполняет социальный инженер, а объект его разработки, сотрудник интересующей компании, уязвимость, брешь в системе безопасности. К слову, международными экспертами по кибербезопасности подсчитано, что в 2019 году в мире кибератаки происходят каждые 14 секунд. В 2019 году в мире также продолжится рост количества случаев мошенничества с использованием технологий социальной инженерии. По итогам 2018 года специалистами уже отмечен рост этого вида преступлений на 6%. В 2019 году одним из главных вызовов также станут утечки данных корпораций в результате целевых атак на их сотрудников. Моя коллега Руфина Мукминова прямо сейчас появится в нашей студии и расскажет, как предприятия противодействуют социальной инженерии. Здравствуйте, Руфина. Здравствуйте, Тимур. Что скажете, как обстоят дела с информационной безопасностью в компаниях Татарстана? Надо сказать, что вопросам социальной инженерии сейчас уделяют все больше внимания ведущие промышленные предприятия нашей республики. Но обо всем по порядку. С увеличением числа кибератак возрастает и причиняемый ими ущерб. Если в 2018 году убытки компаний различных секторов экономики составили $1,5 триллиона, то в 2019 году, по прогнозам экспертов, они достигнут уже $2,5 триллионов. Эти цифры заставляют задуматься и начать действовать немедленно. Большинство российских промышленных компаний тратит на информационную безопасность менее 50 миллионов рублей в год. При этом в случае возникновения кибератаки эта сумма может быть равна всего лишь 1 дню простоя предприятия. Величина ущерба в случае возникновения инцидента информационной безопасности во многом зависит от готовности компании к реагированию и корректности действий сотрудников. Однако, как правило, на пусть даже крупных предприятиях данное направление находится не на высоком уровне. 23% организаций не практикуют выявление и расследование инцидентов социальной инженерии. В том случае, когда подобные инциденты все же расследуются, а это 64%, то занимаются этим без привлечения профессионалов. При этом внутренние отделы безопасности, занимающиеся социальной инженерией, есть только в 20% промышленных организаций. Пока наиболее распространенным способом обеспечения информационной безопасности предприятий является всего лишь установка на всех компьютерах обновляемого антивирусного программного обеспечения. Эту меру предпринимают в 88% компаний. Другие способы защиты применяются немного реже. К примеру, прописная политика информационной безопасности, которой должны следовать все сотрудники, есть в 47% организаций. Чаще она встречается в крупных компаниях. Такая мера, как ограничение доступа в интернет, популярна в 45% организаций. Реже сотрудникам предоставляется возможность регулярно проходить обучение или устанавливается требование обязательной аттестации по информационной безопасности. Стоит отметить, что в 22% предприятий сотрудникам разрешено самостоятельно устанавливать программы, которые им нужны для работы. Только 23% промышленных компаний проводят регулярное обучение сотрудников основам информационной безопасности с последующей проверкой эффективности такого обучения, а в 40% компаний не организуют его в принципе. Промышленным компаниям в первую очередь важна работоспособность используемых систем и непрерывность технологического процесса. А информационная безопасность является делом второстепенным, поэтому и бюджет, выделяемый на его обеспечение, в большинстве случаев не столь значителен, как в государственных или финансовых компаниях. Как предотвратить угрозу реализации методов социальной инженерии, узнаем подробнее в сюжете.
Значимость бесперебойной работы и надежной системы безопасности сложно переоценить. На таких предприятиях, как ТГК-16, занимающихся снабжением теплом и энергией крупнейшие производственные предприятия Татарстана, этому вопросу уделяют особое внимание. Энергетическая отрасль в этом смысле одна из самых чувствительных к сбоям и разного рода инцидентам. Если возникают проблемы в любом звене цепи энергетических поставок, то проблемы возникают и у потребителей, и у бизнеса. Это может привести к тяжелым экономическим последствиям. Как ни парадоксально, но это так. Чем лучше защищены технические каналы проникновения, тем привлекательнее для злоумышленника становится альтернативный канал – человеческий фактор. Поэтому необходимо повышать осведомленность сотрудников. Для этого предприятия должны периодически проводить беседы и тренинги с персоналом. Для того, чтобы сотрудники поняли важность бережного обращения с ключевой информацией, стоит объяснить им, в чем заключается опасность ее предоставления посторонним лицам, какие последствия может повлечь за собой вторжение социального инженера. В первую очередь проводятся работы с ключевыми сотрудниками, которые обладают важной информацией, которая может быть использована для облегчения проникновения в организацию тем или иным способом. Либо для оповещения всех работников. Используем электронную почту внутреннюю организации для покрытия как можно большего количества. Время от времени производим информирование о текущих каких-то угрозах актуальных, о правилах поведения в сети, в организации. С секретарями проводятся работы с сотрудниками отдела информационных систем управления, которые основной риск для сетевой инфраструктуры могут предполагать в случае раскрытия критичной информации. Специалисты отмечают, что жертвы социальных инженеров по всему миру схожи в том плане, что ежедневно пользуясь множеством устройств на работе и дома, они обычно имеют слабое представление об основах кибербезопасности. К примеру, люди часто устанавливают одни и те же пароли для доступа к разным учетным записям и сообщают их другим. Одним из важнейших аспектов работы в направлении информационной безопасности – формирование грамотных должностных инструкций и контроль их выполнения. Прежде всего, инструкция должна предотвращать именно те угрозы, которые могут быть осуществлены в отношении конкретных сотрудников. Лучший способ предотвратить ошибки нарушения информационной безопасности со стороны сотрудников – это объяснить им правила обращения со служебной информацией уже на первоначальном этапе, то есть при приеме на работу. И очень важно указать это в должностной инструкции. Например, если сотрудник имеет право на обработку персональных данных, то в его должностной инструкции имеется конкретный пункт, который регулирует данное право. И наши новые сотрудники проходят детальный инструктаж, на котором им разъясняется все о потенциальных рисках и угрозах. Даже при приеме высококвалифицированных специалистов необходимо и важно сделать акцент на такие, казалось бы, очевидные вещи, как безопасность, в том числе информационная. При регулярном осуществлении подобных мероприятий у работников формируется определенная подозрительность к любым ситуациям, касающимся персональных данных и коммерческой тайны. Сотрудник хорошо подумает, прежде чем поделиться информацией с собеседником. Еще один нюанс, важный с точки зрения противодействия методам социальной инженерии, необходимо внимательно относиться к информации, размещаемой в открытых официальных источниках. Рекомендуется тщательно следить, чтобы контактная информация на сайте, визитках и в СМИ не была избыточной. Можно сколько угодно тщательно закрывать периметры техническими средствами, применять идеальные протоколы и политики безопасности, мощные криптографические инструменты, сертифицированное программное обеспечение и оборудование, однако пресловутый человеческий фактор никто не отменял. Зачем использовать какие-то сложные схемы для получения сведений, если ту же информацию с легкостью и даже с удовольствием расскажет новому неопытному сотруднику отдаленного филиала какой-нибудь менеджер среднего звена, вовлеченный в интересующий бизнес-процесс. Социальные инженеры используют приемы психологии, элементарно введение в заблуждение, обман, просто праздного времяпрепровождения люди во время использования интернета, получения писем могут проходить по ссылкам, им предоставлен подмена ссылок. Все это может
включать инструменты социального инженера и не только. То есть они постоянно развиваются, что-то новое придумывают. Вот, и тут борьба происходит постоянно. Мы начинаем прорабатывать эту ситуацию и изучать, как ее можно и противодействовать, и разрабатываем какие-нибудь методики, которые мы можем использовать в повседневной практике. Руководители средних и крупных компаний все чаще высказывают опасения по поводу угрозы социальной инженерии для бизнеса. Поэтому в век цифровизации технического процесса только человек остается слабым звеном в системе безопасности предприятия. А значит, именно с работниками предприятия нужно проводить регулярную работу. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, ее ведущий Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся на канале «Новый век». До свидания.